Ты, если свободен, ты должен защищать свою свободу. Если ты не можешь защищать свою свободу, значит, ты раб. Как мы оказались в такой вот ситуации? Тут даже Кыргызстан, он, как обычно, я считаю, создавал тренды, да? Наш народ политизирован. Первые создали свое независимое государство. Есть ли в Кыргызстане сейчас гражданское общество? Гражданское общество — это были аристократические клубы, да? НПОшники — это те, которые сами себя защитить не могут, всего лишь для того, чтобы получать вот эти гранты. Нам надо написать им то, что они хотят от нас услышать. Как вы будете финансироваться? Он стал просто формально. Нет их и нет нас, что ли? Так, что ли, получается? Мухаммед Али, боксер, вступил в противостояние с системой, да? Не преследует личных корыстных целей. И он думает, я здесь чуть-чуть возьму. Это же проект хороший, да? По сути-то, получается, что продался. Это основа политики, это самая главная политика. Вы сами сейчас вышли из иглы? Сам себе директор, сам себе актер. Вы поддерживаете Трампа, да? Маяковский говорил левой, 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 да? Трамп говорит сейчас правой, 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 да? Хана, который решает все, мы берем на себя ответственность за все, мы все решаем, да, это получило поддержку в обществе, да, вот это вся бла-бла-бла. И в Конституцию, по сути, она стала Конституцией. Свободы слова нету, но я вот такого не чувствую, чтобы меня там, чтобы я там где-то на кухне там что-то шевырав там. Нурбек Бурза, добро пожаловать в наш подкаст. У нас политический подкаст, поэтому, как название само за себя говорит, в рамках политических вопросов мы будем вести сегодняшний подкаст. Я у вас спросил, можно ли вас назвать политиком. Вы ответили, что можно. Вы активно участвуете в политических процессах. Вы были кандидатом в депутаты Жогорку Кеңеша и так далее. Постоянно обсуждаете политические темы. И я бы хотел на основе этого задать вам такой вопрос. Возможно, он будет немного философским и, возможно, даже практическим. Как вы понимаете политику? Вот что для вас есть политика? Все, есть политика. К сожалению, у нас на понятие политика такое клеймо, как некого такого грязного дела. На самом деле политика — это размышление, да? Политика — это, значит, контроль государства. Вот, у нас есть статья 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, которая гарантирует право граждан принимать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через свободно выбранных представителей. То есть подразумевается, да, политика, которую мы осуществляем, да, влияя на тех, кого мы избрали, да, на государственных чиновников, а также возможность самому принимать государственные решения, голосовать и в то же время быть избранным на выборах, допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе. То есть право политики, право заниматься политикой у нас закреплено как фундаментальное право любого гражданина, который хочет оставаться свободным. То есть политику нельзя отрезать, так скажем, от существа человека, да? Например, от существа человека, от прав человека. У нас, к сожалению, такой стереотип главенствует, что вот есть вот мы занимаемся правами человека, да, а вот это политика, мы не вмешиваемся в политику. Права человека — это чистая политика, поэтому весь неправительственный сектор, по сути, который занимался продвижением гражданских прав, политических прав, они занимались политикой. Но как-то так вот объясняли себе, что это не политика, это права человека. На самом деле это все политика. Например, у меня такой вопрос будет. Те организации, скажем так, неправительственные, которые работали именно в сфере судебной власти, мониторинга, в сфере выборов, они тоже являются участниками именно политики, да? Да, это политический процесс. Судебная система — это политический институт. В системе сдержек и противовесов один из 3
ветвей власти, поэтому его формирование и вообще сама деятельность — это, по сути, политическая деятельность. Они осуществляют власть, они наказывают, они сажают людей. Это политический институт, по сути. А у нас же вот, например, у нас в Кыргызстане традиционно принято, особенно мы часто слышим из уст наших президентов, то, что политика, она грязная вещь. Это вот самый распространенный, так скажем, аргумент. И, во-вторых, они очень часто используют то, что народ наш политизирован. Мгм. Именно это высказывание, как вы думаете, носит негативный оттенок, либо наоборот позитивный, то, что наш народ политизирован? Наш народ, вот, допустим, пример, да, вот у нас, ну, когда кыргызы вот сами друг с другом разговаривают и как бы критикуют друг друга, вот между нами, да, мы же всегда говорим про Гөрел-Бастык, да. Ну, если посмотреть на эту проблему Гөрел-Бастыка, да, но на самом деле есть у нее обратно все плохое, продолжение хорошее, все хорошее, продолжение плохого, да, в этом диалектика. Поэтому вот этот Гөрел-Бастык, он и проявился в этой такой, то, что называют политизированности, да, то есть отсутствие пиетета государственной власти, да, и то, что там любой кыргыз там может возвести себя там к самым аристократическим родам, там, да, поэтому как бы всегда. И поэтому вот этот Гөрел-Бастык, по сути, он помог, я так считаю, правильно надо понять, да, что помог кыргызам, да, не превратиться помогал кыргызам не превращаться в диктатуру. Понимаешь, потому что в любой момент там любой там глава рода там мог уйти за ущелье, короче, сказать: да пошлите вы к черту, короче, я сам по себе, да, там перегородиться, и все, и там десятилетиями там развиваться самостоятельно, да. Поэтому как бы вот эти сами, вот эти национальные качества, они вот приводили к тому, что как бы кыргызы до настоящего времени, я считаю, остались свободолюбивым народом. Но свобода — это как энергия, понимаете? То есть когда-то наши деды вот эти выработали это количество свободы, а теперь оно со временем уже заканчивается, и мы видим, да, по сегодняшним процессам, да, что количество свободы уже осталось мало, да, ее надо теперь заново вырабатывать, по сути. А как оно вырабатывается? Это сопротивлением порокам системы, отстаивание своей личной свободы, своих гражданских, политических свобод. И для этого не нужно создавать какие-то движения там. И на самом деле каждый должен на своем месте, да, защищать, отстаивать свои гражданские и политические права. То есть это не значит там в политике участвовать. Просто в любом месте там кто-то с тебя вымогает взятку, да, ты не давай взятку, да, вообще как бы действуй по закону, по справедливости. Там, или наоборот, допустим. Ну, в любой вот жизни, мы так или иначе все время сталкиваемся с государственной системой. Платим налоги, там, регистрируемся, там, с участковым общаемся. Поэтому каждый на месте должен отстаивать свою свободу. И если каждый будет отстаивать свободу, мы будем создавать вот эти традиции, потом появятся институты, да, реальные институты, да, которые опираются на общественное сознание, не вот эти, которые за счет грантов. Вы у себя отметили сейчас в словах именно про свободу, вопросы свободы, того, что сейчас оно реально уменьшается. И это чувствуется в политической поле. Недавно одна активистка говорит, оказывается, при Атамбаеве мы жили в свободном обществе. А как мы пришли вот к такому состоянию? Это некий планомерный ход власти, именно в ограничивании власти. Это либо это некое состояние общества, и мы рано или поздно пришли бы к этому состоянию. Вот. Как мы оказались в такой вот ситуации? Вообще это откат от демократии — это такой общемировой процесс. На самом деле вот откат от демократии в Кыргызстане, он совпал с откатом от демократии во всем мире. И по большому счету даже Кыргызстан, он, как обычно, я считаю, создавал тренды, да.
потому что в свое время Кыргызстан первый, значит, поддержал Ельцина, да, в конфликте с ГКЧП. Первые ввели национальную валюту, первые создали свое независимое государство. Вот в 91 году объявили о суверенитете. Точно так же и в деле отката от демократии тоже мы создали тренды, потому что в свое время Садыр Джапаров и Камчибек Ташиев, они создали такой тренд, который сейчас проявляется в Соединенных Штатах в виде Дональда Трампа и Илона Маска. Приходит команда людей, которые говорят, мы будем действовать быстро и решительно. Да? То есть это то, что в Кыргызстане происходит, это не то, что отголосок, я бы сказал, а наоборот, то, что мы, кыргызстанцы, приложили путь именно к тренду, да, такому вот. Не то, что прожили, мы здесь просто почувствовали, скажем так. Когда я говорю «мы», это, скажем, такая вот общая общность, как народ, да? Понимаете, когда Садыра Джапарова и Ташиева критикуют, да, как бы говорят, вот они такие сяки, а вот мы там белые... Не, на самом деле они такие же, какие и мы. Потому что те, кто не пошел на выборы, да, они своим тем, что не идут на выборы, они, это тоже голосование. То есть я не иду, это тоже форма голосования. А по сути там говорят, что за них проголосовало там 30% от 80% от 30 явившихся, да, но это те, кто пришли. И потом те, кто готовы там выйти куда-то, да, не сидеть на диване. Да. То есть это мало. Поэтому, как бы, поскольку все своим молчанием поддержали, поддержанием молчанием это поддержка, поэтому они такие же, как и мы, по сути. Потому что от чего коррупция происходит, да? От того, что берут, что ли? Коррупция происходит от того, что дают. А коррупция выгодна всем, всему народу, по сути, да? Весь народ занимается коррупцией. Да. Поэтому они именно как бы лицо, да, куда денешься? Да, вот, кому-то, может, не нравится, как бы, да, что это лицо. Но вот это лицо нашего народа, с которым вот сейчас Трамп будет принимать какие-то там решения. Вот у меня здесь такой вопрос. Не ответственность ли власти искоренять коррупцию? Я к чему? То, что в первую очередь из-за того, что у нас в стране есть коррупция, в моем понимании, в первую очередь ответственен именно власть и власть имущие. Потому что рычаг влияния, рычаг изменения именно этих коррупционных схем находится в руках у власти. И если бы власть реально хотела искоренить коррупцию, реально поменять что-то в стране, то они бы это смогли. Как вы думаете на это? То есть вы говорите, что коррупция существует потому, что берут, да? Да, потому что берут. Мне кажется, больше власти у человека, который берет. То есть не у того, кто дает, а у того, кто берет. И если мы искореним именно вопрос того, кто берет, то и само вопрос коррупции уйдет из, скажем так, нашего актуального политического поля, да? Коррупция действительно, потому что берут, Да. да, но это во вторую очередь. Да, с этим надо работать. Государственная система в рамках своей системы должна бороться с теми, кто берет. Но подпитка-то у них за счет того, что дают, и ведь выгодно давать. То есть общественное сознание, да, оно уже коррумпирует, потому что выгодно решить. Когда, допустим, ко мне приходят клиенты, да, и говорят о вопиющей несправедливости, и я говорю, что для того, чтобы им-то кажется, что я там какую-то юридическую формулу сделаю там, и сразу все там, все узнают правду, и сразу их там освободят. Просто надо что-то такое донести, да, что это несправедливо, да. Ну, я их разочаровываю, я говорю, что за права надо побороться, надо писать, надо ходить по инстанциям, где-то надо рисковать, где-то надо стоять, где-то надо не испугаться, понимаете?
И как бы тогда как бы они обдумывают, люди, в основном большинство людей, да, подавляющее большинство, они обдумывают, и просто они приходят к выводу, что надо вот... И они просто, я знаю, что они решают уже с адвокатами, которые просто носят взятки. То есть всему народу выгодно, по сути, да, это коррупция. И вообще вся как бы благосостояние не только в верхушке, да, и всего народа тоже за счет этой такого коррупционного оборота в обществе происходит. Поэтому как бы источник вот этот именно в общественном сознании, то есть мысль, что я за свою свободу, за справедливость, да, я не хочу поработать, направить усилия, да, сопротивляться. А вот как Да. поменять общественное сознание? Как поменять? Каким образом Но поменять? она, во-первых, оно все время меняется само собой, да, просто надо в этом процессе участвовать, потому что история, ну куда денешься? То есть политика по-любому нас достает. Вот мы начали избирать свой парламент, да, и теперь уже весь народ понял, да, что как он продает свои выборы, да, так вот такие депутаты и приходят, рыбы. Понимаете? И потом постепенно как бы вот это общественное сознание, смена общественного сознания будет менять качество парламента, а парламент должен создавать противовес вот этой исполнительной вертикальном, то есть вот этой властной вертикали. Это горизонтальный институт. То М, есть он должен оппонировать исполнительным органам власти. Там должна быть оппозиция. Да. Ну, как бы, если есть оппозиция, она будет. Если нет оппозиции, конечно, ее не будет в парламенте. А если общественное сознание развито, тогда вообще есть... То есть люди-то разные, у них разные представления, есть разные группы, да. Да-да-да. Вот и один из драйверов, я бы сказал, основных групп населения — это вот гражданское общество. Есть ли в Кыргызстане сейчас гражданское общество? Гражданское общество, это оно всегда есть. То есть это, скажем так, гражданское общество, это вот общественное сознание, вот на каком уровне общественное сознание, на таком уровне и гражданское общество. А Вот по сути, как мы его вот видели, как представляли, да, это должна была быть аристократия. По сути. По сути, если мы посмотрим, что такое было гражданское общество там в Британии, да, времен, когда у них все было хорошо. Гражданское общество — это были аристократические клубы, да, где решались вопросы по понятиям чести, да, где они там обсуждали выступления в парламенте, да. И они таким образом, своим обсуждением, участием, наблюдением за они влияли на политику. Поэтому в идеале это должна быть аристократия. Но что такое аристократия? По сути, да, аристократия, по сути, это воинское сословие. А что такое воинское сословие? Воинское сословие — это те, для кого понятие чести, они дороже жизни. То есть вся суть их состоит в том, что они в критический момент готовы поставить свою карту на карту жизнь, потому что вопросы чести, ценности — это то, что дороже жизни. Почему мы проигрываем террористам? Потому что террористы, мы можем смеяться над их ценностями, да, но они за свои ценности те, кто готовы положить. То есть мы считаем их сумасшедшими, да, а мы говорим о более великих истинах, о свободе там, но при этом в критический момент мы говорим, короче, это, короче, политика. Для нас вот эта жизнь стала самой высшей ценностью. На самом деле она не является высшей ценностью, понимаешь? Потому что мы знаем, что мы рано... Как она может ценностью, если мы знаем, что она нам не принадлежит? м, гражданское общество — это значит, это те люди, которые до конца... Должно быть, должно быть. У них поэтому сколько вот этих стратегий было подготовлено. То есть у каждого НПО, такое уважающееся НПО, которое получает крупные гранты, должны были быть стратегии, да? А чтобы были стратегии, надо разобраться, зачем мне это нужно. Должны были быть проработаны миссии. Вот там говорится о глубинных философских основах. По сути, ты должен определиться, потому что ты живешь, твоя жизнь тратится. Да, и надо разобраться, для чего мне это нужно вообще. Вот когда мы говорим о гражданском обществе в Кыргызстане, в первую очередь мне в мысль приходит именно НПО-сектор. Потому что люди из НПО-сектора
которые финансируются за рубежом, мне кажется, носили именно те ценности, о которых мы говорим, о свободе и так далее. И вы в последнее время часто критикуете НПО-сектор. Из этого у меня, первый вопрос. Является ли гражданским обществом именно НПО-сектор нанесение, скажем так, с точки зрения именно грантов НПО-сектору, не нанесет ли это вред именно гражданскому обществу в Кыргызстане? И, вот первый вопрос мой. Ну, сейчас уже можно говорить, резюмировать вообще. Гранты, да, действительно нанесли большой урон гражданскому обществу Кыргызстана. Изначально, в первые годы независимости, НПО действительно это был как бы продвинутый, да. Поэтому мы и стали называть его гражданским обществом. Да, сейчас оно перестало быть гражданским обществом, потому что их присадили на донорскую иглу. Потому что в начале все серьезные доноры там ставили вопрос, как вы будете финансироваться после окончания проекта. Хороший вопрос. Это хороший вопрос. Это, допустим, вот сейчас говорят, СПИД, туберкулез, туда-сюда, там, как теперь без этой помощи? Так там же тоже этот вопрос фигурировал, потому что задача была не в том, чтобы всю жизнь получать на борьбу с туберкулезом там и со СПИДом, а для того, чтобы как бы получить один раз помощь, понимаешь, а потом уже делать самому. Если вы получаете помощь отца, вы же знаете, что когда-нибудь отец там, когда-нибудь ты вырастешь и сам должен принимать решения, да, а не так все время там, как паразит, да, существовать. Поэтому получается, да, что вот этот вопрос, как вы будете финансироваться, он стал просто формальным, да, потом он вообще как бы пропал. А я в своей деятельности всегда думал об этом вопросе, да. Как финансироваться, почему это вот эти свободы, это почему, это разве ЮСАИД нужно, Соросу нужно, да? Это же нам прежде всего нужно. Конечно. А тут, получается, все присели на донорскую иглу, и мои вот эти безуспешные попытки, да, с 2006 года, вот. Блин, я сейчас начинаю заводиться, поэтому давайте я чуть-чуть остановлюсь. Нормально. Имеется в виду, Просто что не, я понимаю, что это эмоциональный вопрос, и даже вот, насколько я понял, вы с 2006 года, значит, поднимаете этот вопрос, да? сейчас вот в 2006 году я подготовил, я ее разослал по почте, тогда не было там Фейсбука, по почте разослал концепцию проекта «Демократия изнутри». Здесь я и говорю, что вот, чтобы не быть голословным, я осознание, здесь одну из задач я прописываю, осознание деловой элиты Кыргызстана своей социальной ответственности за процессы, происходящие в стране. Активная гражданская позиция большинства или определенной критической массы населения, то есть способность отстаивать права и свободы до полного исчерпания всех возможностей и умение использовать правовые способы участия в делах государства. То есть я хотел объяснить, что это нужно нам. Я Если понял. это не им нужно, они рано или поздно этот поток иссякнет, да. Потом что? Мы, получается, как их придаток, что ли, да? Нет их и нет нас, что ли? Так, что ли, получается? И, к сожалению, я изо всех сил пытался до конца со всеми донорами эти вопросы создал. С ПРООНом поднимал эти. Это в 2006 году я рассылал Какие концепцию. есть, например, методы самофинансирования именно этих НПО, которые занимаются политическими вопросами? Потому что как у нас получается? Либо ты финансируешься из средств государства, тогда в этом случае уже это не будет иметь политического характера, я бы сказал. Либо финансируешься каким-либо человеком, например, да, политиком, тогда тоже напрямую зависим от этого политика. То есть именно содержание самих таких организаций, которые занимаются политическими вопросами, изнутри Кыргызстана, мне кажется, как-то уже неэффективно. Какой принцип, да, важен, да? То есть то, что если ты защищаешь свободу других, ты вначале со своей жизнью разберись, да, сам себя защити. Если ты сам себя защитил, усилился, если у тебя есть избыток сил, энергии, тогда ты помогай другому. Допустим, в Соединенных Штатах кто был главным правозащитником, знаете?
Мухаммед Али, боксер. Человек, который вступил в противостояние с системой, да, победил ее, дошел до Верховного суда, был преследуем, там тоже всякие скрепы, там, потому что вопрос шел об участии в войне, да, то есть тоже на него было давление, да, он победил, он доказал, что он спортсмен, он великий спортсмен, да, и он не собирается там где-то воевать. Он дошел до Верховного, защитил себя, он стал состоятельный, богатый человек, да, и он помогал людям по вопросам защиты чернокожих, там, по правам спортсменов. Вот кто был. То есть тот, кто помог себе. Там еще были джазовые музыканты, да, там еще. По сути, там система была такая, да, что, то есть именно сильные, те, кто защитил себя сам, то они давали средства на права человека, потому что это в интересах государства, это потому что для того, чтобы в обществе не копилась напряженность. Понимаете, а у нас НПОшники — это те, которые сами себя защитить не могут, короче, да, и когда сейчас стоит вопрос, когда надо говорить как есть, да, все, но они такие тишину ловят и говорят там, типа, ну вот туда же тоже семьи, там, жизнь, туда-сюда. Ну тогда зачем было заявлять о себе? А куда тогда делись вот эти миссии, которые мы прописывали во всех наших стратегиях? Для чего? То есть мы должны были разобраться, то для чего мне вот это всего? Почему я гружусь какими-то проблемами, государственными, чужими проблемами? Для чего? И по сути ответ был простой. Всего лишь для того, чтобы получать вот эти гранты. Нам надо написать им то, что они хотят от нас услышать. Давайте там целая прослойка таких специалистов были, которые умели там разрабатывать эти стратегии. А где-то, оказывается, миссии-то никакой не было у них на самом деле. Есть ли в Кыргызстане, например, представители НПО-сектора, которые знали об этой миссии, которые придерживались этой миссии, либо абсолютно все? Я не знаю, честно говоря. Я бы сам хотел бы с ними поговорить. Вообще, зачем вы вообще вот эти грузились? По сути, вы типа занимались политикой, да, и в то же время хотите говорить, что вы вне политики. Права человека — это всегда вопрос. Права человека — это вопрос отношения власти к человеку. Поэтому это чистая политика. Это основа политики. Это самая главная политика. И как они осуществляют свою деятельность, если они говорят, мы вне политики? Я вот этого понять не могу, понимаете? Поэтому этот вопрос мне самому интересный. Я сам хочу спросить их. Может быть, они старались этим словом дистанцироваться от слов нашей власти. Они же часто говорят, вы участвуете в политических процессах, и это из уст власти носит негативный характер. Да? Вы не должны участвовать в политике. Вы должны там благотворительностью заниматься, какими-то там культурными вопросами. Проблема не в том, что они так говорят там наверху, во власти, когда во власти находишься, у тебя свой угол суженный, и надо понимать, без советников они там с ума сходят, это реальность. Если нету такого окружения, которое правду говорит, а есть окружение, которое говорит то, что они хотят услышать, они поэтому и говорят это, да. А другое дело, что почему общество соглашается с этим, что это не политика. Что права человека — это не политика, мы будем заниматься там типа правами человека как благотворительностью. Нет, права человека — это не благотворительность. Права человека — это сигнал человеку, чтобы он защищался, а не вот так взять, порешать его проблемы, да, защищать это в паразитизм. Да. И все гражданское общество превратилось в паразитов, по сути. Ну, как бы я, может, ошибаюсь. И я буду рад, если я ошибаюсь. Понимаете, если действительно у нас есть здоровое ядро, да, вот это... Ну, знаете, вот есть такие знаки. Возле филармонии есть композиция скульптурная. Да, скульптурная композиция. Там подразумевалась будет вся элита Кыргызстана. Там были памятники, статуэтки. Их потом убрали на ремонт, и все. С тех пор как бы она так и стоит пустая. А почему Вот просто покажите это в кадре, там Да, просто обязательно пустая. покажем. Потому что на самом деле место элиты, место кыргызской аристократии, оно сейчас свободно. И любой может ее занимать. И главное, значит, что такое аристократия, это опять-таки говорю, да, то есть это когда ты вот у нас любой, кто идет в политику, да, он даже если из правозащитников, из гражданского сектора, он вдруг становится такой реал-политик, да, становится такой. Вот, оказывается, политика — это вот так, да. Как начинается развращение этого чиновника, да, потому что там же вопрос бюджета начинается, да, и он начинает, вначале ему дают, значит, за то, чтобы он продвинул какой-нибудь хороший проект, и он думает, я здесь чуть-чуть возьму, это же проект хороший, да,
А потом незаметно происходит, что он уже, если дают за какой-то проект, какую-то взятку, да, допустим, да, он считает, что это для хорошего дела. Понимаете? И он уже, короче, да, и все. Почему? Потому что он продался. По сути-то получается, что продался, потому что он продал свои ценности. Да, а аристократия — это те, кто в критический момент именно придерживаются своих ценностей. И сейчас такое время, когда уже стоит вопрос о том, что как бы, да, надо ставить вопрос, вот, оно сейчас так и стоит, и дальше будет давление, наверное, будет усиливаться, да, что вопрос свободы — это вопрос жизни и смерти. Вот, кстати, относительно этой скульптуры я тоже вообще недоумеваю, почему убрали и почему не вернули, потому что это же красота. Вот смотришь на эту скульптуру и видишь красоту в нем, да? А сейчас просто железо, либо это бетон, что это? В общем, просто стоит, да? Относительно вот вопроса интеллигенции, есть ли у нас интеллигенция, я вообще их не вижу. Интеллигенция ведь это те люди, которые арбитры, я бы сказал так, которые арбитры, которые могут, не боясь Не, высказаться. арбитр, видишь, у нас как бы, когда мы говорим интеллигентный арбитр, мы как бы стоим представляем такого, который стоит, вот это правильно, вот это неправильно, там как бы, да, и там, а мое дело сторона, да, там как бы я тут ни при чем, да, то нифига это не интеллигенция. Интеллигенция — это та, которая выносит решения со всей ответственностью, да, в том числе ответственность — это не только преимущество, это и негативный история, который принимает и тот, кто своей жизнью принимает решения. Понимаете? Который разделяет такие Да. общие человеческие ценности, да, я бы сказал, понимает, что такое свобода, что такое закон, что такое права человека, например, да, которые не преследуют личных корыстных целей. Вот у нас есть очень много людей, о которых говорят, будто бы они интеллигенты. Но по мне они не интеллигенты, потому что они в первую очередь заботятся о своей шкуре. И у нас таких очень много в Кыргызстане, да? Я говорю, как вот возвращение чиновников там начинается, то, что он начинает говорить, потому что вот у меня там тоже мои дети, там нужно позаботиться и о себе. А что было изначально, вот понятие аристократии — это тот, у которого уже был земельный надел, богатый землевладелец, да, которому уже не нужно работать для выживания. Ему вообще не нужно работать. Там как бы вообще работа была от слова «раб». Работали только рабы. Они только творили, понимаете? Или там пили вино там и общались с друзьями, да, или кто-то мог быть там воятелем стать, да. То есть они занимались жизнью, да. Они не работали на кого-то. Вот это и есть, по сути, аристократия. Потому что сейчас, конечно, аристократия — это тот, кто уже обеспечил себя для того, чтобы... Ну, кто фактически... Может ли человек, который там, говорится, там из низов там вышел, из социальных низов по этим лифтам, да, и, естественно, как бы у него нету, он начинает думать о материальном там, о том, о сём, как бы, и уже ставит на чашу весов, да, и периодически вот лично его выигрывает. Это незаметно происходит. Аристократ — это тот, кто изначально как бы уже обеспечен. Это либо богатые люди, либо философы, то есть либо те, кто уже обеспечил себе эту базу, да, либо те, кому это не нужно. Вы сами работали с грантами, получали гранты? Да, я в 2005 году, с 2003 я вообще начал работать в разных проектах, да, самостоятельно я уже позже начал, да, но уже в 2006 году, вот 3 года я работал по проектам, я пришел к идее, да, что вот это ненормально, когда вот эти фундаментальные вопросы, то есть метафизические вопросы свободы поддерживают иностранный донор. А где тогда наша, как бы наша национальная? Дальше, как вы считаете, должно ли поддерживаться? Ведь сейчас Трамп пришел к власти, и он разрушает вообще абсолютно все традиционные направления Америки внешней политики, да? И, возможно даже, это не точно, полностью прекратят финансирование. Вот как вы считаете, Кыргызстану выгодно ли получать гранты? Может быть, нам выгодно получать, но некую миссию придерживаться, вот как вы отметили, да? Ну, как это выгодно? Вот сейчас, допустим, вот туберкулез, говорят, останется, да?
Возможно, там по решению Верховного суда что-то пересмотрели, может, будет поддерживать. Ну, вот поднимали вопрос там этого Я туда. имею в виду именно те Не, вопросы я имею в политические. виду, что, ну да, будет это как наркоман, который с иглы срывается, да, он же должен пережить этот период тяжелый, да, поэтому как бы, да, будут сложности. Но вот эта грантовая игла, на которой и гражданское общество, и на которой и государство подпитывалось, да, ну там же вплоть до там какого-то санэпиднадзора там USAID участвовал, понимаете, какие-то там, вплоть до там бизнес поддерживал там, предпринимателей там, стартапы всякие, да, и Значит, вы не против того, чтобы Америка прекратила финансирование именно политических вопросов в Кыргызстане, вопросах прав человека, вопросах демократии, демократических институтов, укрепления, например, прозрачности судебной системы. Мне не кажется, понимаете, если дают, то есть отказываться тоже нельзя, если дают, да, но просто надо понимать, что если тебе дают, тебе надо это использовать, да, не для того, чтобы присосаться, да, а для того, чтобы использовать это как зажигание, да, и потом уже самому отходить от этого и отводить, да. уже... Да. Поэтому я изначально в своих проектах всегда этот компонент у меня присутствовал. К сожалению, сопротивление системы с тех сотрудников, которых я набирал к себе на работу, да, потому что я всем раздавал по проектам. Понимаете, но я говорил, что надо думать о том, что мы будем делать дальше, да, но здесь как бы у меня не получилось, здесь я потерпел поражение. Вы сами сейчас вышли из иглы? Теперь я лично ушел, потому что я пытался уйти с этой грантовой иглы вместе со своей организацией. К сожалению, организации, они сделали свой выбор, и поэтому я сошел с грантовой иглы сам. Сейчас я сам себе режиссер, сам себе директор, сам себе актер. И значит, вот на вашем опыте можно сказать, что вполне возможно выйти и вполне возможно также эффективно работать в политических вопросах. И вполне возможно, и нужно, и важно сейчас это делать, потому что если они сейчас этого не сделают, да, они все останутся на отшибе вообще исторического процесса. Вы поддерживаете Трампа, да? Мне интересно. Нет, видите, если я что-то говорю, значит, это всегда так было, да, то есть говоришь что-то о демократии, там сразу тебе вспомнят там геев, про жопу начнут вспоминать, да, я извиняюсь за выражение, но Да. как бы всегда как только ты говоришь про демократию, сразу почему-то вспоминали заднее место. Поэтому сейчас, как только начнешь размышлять о Трампе, то сразу тебя объявляют трампистом, да? Да. И как получается, то есть... Да, ну, здесь надо понимать, Трамп бизнесмен, но его интересы сейчас, его личные интересы совпадают с интересами исторического процесса, с тенденциями, с импульсами исторического процесса. Поэтому сейчас он как ресурс. Сейчас время, когда возрождаются идеи именно республиканизма. То есть именно вот это, которое именно такое считается правой идеей, да, то, что ты если свободен, ты должен защищать свою свободу. Если ты не можешь защищать свою свободу, значит, ты раб. Понимаешь, то есть такая идея, да. От этой идеи потом пошло развиваться там либертарианство и прочее, да. А у нас был с 60-х годов, началась Сорбонская революция в Париже, было такое мощное молодежное движение, которое выступило против стариков, да, но это движение в целом приобрело такой более левый характер. И в основном именно после этих молодежных движений, которые прошлись по всему миру, там, вплоть до Кореи, Японии, и то есть государственные системы, они значительно полевели. То есть весь мир сделал крен влево, да. И сейчас, если вы идете по канату, то если вас качает влево, вы должны вправо. Если вы вправо, вы должны качнуться влево. Это не значит, я не говорю, что только влево, да, или только вправо. Маяковский говорил левой, 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 да. Трамп говорит сейчас правой, 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 да. Но это потому, что исторический импульс такой, да. И сейчас мы идем в правую сторону. Но, допустим, если мы слишком далеко пойдем, куда замыслил Трамп, понимаете, то это тоже может быть. Поэтому сейчас важно, будет ли вот этой либерально-демократической тусовки мировой, да, будет ли какое-то осознание этих процессов, да, будет ли способность именно сопротивляться этому.
Допустим, у нас в Кыргызстане вся либерально-демократическая тусовка, она проиграла вот этой идее вертикали. Хамчибек Ташиев и Садыр Джапаров, они, надо признать, они всех обыграли и всех победили, по сути, да, по факту. То есть вот это правая идея вертикальной власти, да, то есть хана, который решает все, мы берем на себя ответственность за все, мы все решаем, да, это получило поддержку в обществе, да, вот это вся бла-бла-бла, леволиберальная, да, они вот сейчас, вот это НПО у нас и есть такая леволиберальная тусовка. Есть ли будущее у этой либерально-демократической тусовки Конечно, в есть будущее, Кыргызстане? если они сейчас будут достойно сопротивляться, вот это, главное же выдержать равновесие. Сейчас в Соединенных Штатах происходит то же самое, что начало происходить у нас, да, в 2020 году, мощная централизация власти, то есть в Конституцию, по сути, она стала конституцией. Да. И я не вижу в этом каких-то прям Трагедии не видите в этом? трагедии не вижу, потому что, допустим, в Древнем Риме в критические моменты, да, диктатор — это было название должности. Понимаете, то есть давали на определенный срок, если наступало время таких, когда надо принимать быстрые решительные меры, там, его назначали диктатором, потом он складывал свои полномочия. То есть пока идеи гражданства были сильны, да, то есть диктаторы там особо не зарывались, да. А потом, когда уже народу стало слишком много, оно начало превращаться в стадо, тогда появился Сула, да, и стал пожизненным диктатором. Потом Цезарь, да, и превратил все в империю. Поэтому как бы у нас эти процессы тоже сейчас в мировом масштабе происходят. Потому что, да, в Древнем Риме Цезарь пришел, потому что идея республика уже была разрушена, да, он просто ответил на вызовы, да, и сейчас Трамп тоже приходит, когда вот эта идеи либерализма, как они поняли, да, они разрушаются. И сейчас как бы он отвечает именно, соответствует именно тенденциям времени. То есть это вопросы времени, а не вопросы Трампа как человека. То есть не Трамп создает эту политику и это время, а время, она сама по себе такая, что Трамп пришел к власти, и Трамп идет по пути этой времени, да? Ну, вы... Мне кажется, больше Трамп как человек, как политик, разрушает то, что было создано. Если правильно создано, разве может она быть разрушена, да? То, что хорошо создано, оно легко не разрушается. То, что уже вот ткни и развалится, как говорится, да, то есть, по сути, там и разваливать-то нечего не было. Они сейчас Маск поднимет ему все эти финансовые документы, и выяснится, да, что все это было как бы как колос на глиняных ногах. Понятно, что он будет, это и так было, это при демократах и при Трампе, они преследовали свои национальные интересы. Просто Трамп говорит сейчас это открыто, мы преследуем свои национальные интересы. А демократы это говорили, типа, мы за права человека, но когда, когда вопрос стоял об американской военной базе у нас, да, то они замалчивали права человека. То есть все равно политический интерес был важнее. Это всегда просто демократы лицемерят. Они вошли в стадию лицемерия. А Трамп говорит, все это лицемерие, короче, да. Мы будем даже взятки давать, говорит. Вот этот вопрос интересный очень, да? Как можно Ну, разрешить? это и есть то, что он идет крен вправо, но там слишком далеко вправо тоже нельзя уходить, потому что должен быть центр, баланс. Вот отношение Трампа к украинскому вопросу меня сильно беспокоит. Что вы об этом думаете? Он просто хочет, он как бизнесмен, он хочет прекратить войну эту, и все, и что он там хочет, у него там как бы главная повестка Китая, говорят, то есть Тихоокеанский То, регион, что он сдает Украину, Ближний по Восток, мне, да, то есть, а там остальное все сами решайте. В общем, поэтому вопрос о нашем регионе стоит. как отразится на Кыргызстан приход к власти Трампа? Мне кажется, в общем, если судить, то после прихода к Трампу тенденции именно авторитарного правления усиливаются. То есть в Китае, в России, потому что
сам Трамп поддерживает эту Совершенно тенденцию. верно, совершенно верно. Сейчас и наши тенденции к диктатуре. Я еще не скажу, что сейчас диктатура, потому что, ну, как бы сказать, допустим, я не вижу, что говорят сейчас свободы слова нету, но я вот такого не чувствую, что меня там, чтобы я там где-то на кухне там что-то шевырав там. То, что я знаю, я говорю. А чего не знаю, я не буду говорить, я буду спрашивать, да. Да. Но как бы, да, могут усилиться такие тенденции, что уже мы будем вот так вот шевырап, да, и вполне возможно, да. Поэтому это как раз вызов, челлендж. И надо действовать не благодаря чему-то, а вопреки М. ситуации. Это тупо вот знаешь, говори, спрашивай, расследуй, да. Понятно. Значит, то, что как бы вы ответственность в первую очередь возлагаете на самого гражданина, на самого человека. Неважно, какая обстановка вокруг, неважно, какая тенденция из внешней политики, но ответственность лежит на самого человека, и важно, чтобы он правильно действовал в таких вот ситуациях, да? Конечно, ответственность на самого человека — это не так, чтобы какая-то официальная ответственность или моральная ответственность. Это физическая, имеется в виду метафизическая ответственность. Никуда не денешься от этого. То есть жизнь — жизнь — это же есть свобода. Поэтому защищать ну, если вас схватят за горло, да, вы же будете отбиваться, правильно? Вы же не будете спрашивать, а имею ли я право на вот это? Вот импульс. Конкретно я бы хотел узнать про вашу позицию в отношении политики Трампа Украины, да, Украина-российскому отношению, я бы сказал, сейчас идет война, и приход Трампа настолько прям кардинально поменял само положение этого вопроса. Что вы думаете вот насчет этого, да? Ну, Украину слили, получается, и здесь я уже говорил об этом. Я когда общался со своими коллегами, бывшими коллегами, да, по неправительственному сектору, да, просто что будем делать, вот, как жить, да, дальше. А они говорили, ну, вот когда после войны, сейчас война, по результату войны в Украине, мы как бы вот будем принимать решения, да. Ну, вот результат уже все налицо. В общем, Украину воодушевили, она сама тоже, ну, главное, сама же она воодушевилась, мы все вокруг, и Запад ее так воодушевил, да, а выяснилось, как бы, да, что все очень решали свои вопросы. И как бы не удалось нам спрятаться за Украиной, и по-любому этот вопрос наших свобод, он пришел вот к нам. Сейчас он перед каждым стоит. Этот вопрос за Украиной уже не спрячешься. То есть как получается то, что реал политик в конце-то концов все равно выиграла? И некие идеалы, да, а и реал политик. Но это же выясняется в ходе исторического процесса, да. То есть сейчас как раз такой момент, когда, ну, по большому счету, вы же видите, там, то эпидемия, да, то есть уже в общественном сознании даже у людей после эпидемии, знаете, люди стали где-то мягче, я серьезно говорю, люди стали мягче, внимательно, они стали больше отдыхать, да, то есть, потому что вот это во время эпидемии, знаете, я вот сам размышлял, смотрел на людей, они думают, вот это какой-то вот окончательный процесс обесценивания многими вещами, которыми я занимался, да, в которые я вкладывал душу, да, когда я увидел, что все это труха, да. И у людей эти процессы происходят, и они, может, начинают заниматься какими-то более важными вопросами, стали более мягче и спокойнее. У меня такое ощущение было, да, то есть и все понимают, что вот война, эпидемия закончилась, началась война, да, новая напасть, да. Сейчас война закончится, начнется еще какая-нибудь напасть, да. Вон в Антарктиде или в Арктике там метановые выбросы, да, обнаружили, и к чему это приведет, да, допустим, в дальнейшем, да. Потом диктатура, опять-таки, Трампа. Если они захватят власть, Трамп, Маск, полностью захватят власть в Америке, вот как здесь
весь парламент захватили, то есть если они там точно так же прогнут Конгресс, да, то они захватят весь мир, по сути. Ну, имеется в виду, тенденций таких у них будет, и как бы это для нас всех вызов. Кстати, это вызов не только американской либерально-демократической элите. Это вызов либерально-демократической элите всего мира, но опять-таки либерально-демократической в основе, в самих корневых основах этого слова. Потому что сама идея демократии, она уже претерпела такие изменения, да, что сейчас демократию там в общественном сознании кто-то ассоциирует с задницей, да. То есть, как только говоришь демократия, сразу у них вот в голове вот эти геи-шмеи. Да. Понимаете? То есть, надо заново возвращаться к этим основам. Вот у меня сейчас такой вопрос возник. Возможно, вначале я должен был ее задать, но как бы сейчас для того, чтобы узнать ваше мировоззрение, вашу идею, вот ваша идеология, она какая? Какой идеологии вы придерживаетесь? У меня идеология, я сам, когда мы размышляли над стратегиями, над миссией, я составил для себя кодекс. Я его назвал кодекс прецедентов, он опубликован, он у меня есть. Я вот живу по этому кодексу сам для себя. Почему я живу в обществе, как бы, да, потому что требования моего кодекса, они соответствуют главным общезначимым принципам. Я соблюдаю законы не потому, что мне там кто-то сверху дал, потому что я знаю, что это мой личный кодекс. Я живу по своим собственным законам, на самом деле. Просто вот эти общественные законы, они совпадают с моими личными законами. Поэтому главный кодекс у меня, имеется в виду, Идеология. да, идеология, она у меня есть. Я ее опубликовал, я ее пытался в рамках своей команды распространять. Ну, здесь я опять говорю, потерпел поражение, потому что это проблема, которой заражено все НПО, то, что мы говорим такие вещи, да, и мы не слышим, понимает ли нас. Понимаешь, и мы выговариваемся, да, и как бы вот эта грантовая игла к чему привела, да, люди приходят, говорят на тренингах, фотографии сделают, там, туда-сюда, там, проговорятся, отстреляются, так они говорят, да. А поняли их люди? Не поняли. Вот Нет. это моя была главная ошибка, что я распространял свою философию, да, но я выгорал во время этого. Ну, как бы имеется в виду, я просто рассказывал, описывал, но я не озаботился тем, а есть ли понимание моей аудитории. Поэтому это проблема для всего НПО-сектора, что мы должны делать качественный продукт. А вот эта вся юсаидовская помощь и вообще международная помощь привело к тому, что не обязательно делать качественный продукт, достаточно написать правильный отчет. Ничего, самое. Да, потому что деньги будут идти, потому что не надо воевать за аудиторию, не надо завоевать, прилагать усилия за внимание публики, за понимание, за вот это общественное сознание. И если наши ценности не имели поддержки в общественном сознании, тогда все, что сегодня происходит, явления Садыра и Камчи, это закономерные явления. Они наше зеркало. Мы смотримся в них как в зеркало. И задача меняться самому. А что значит меняться самому? Это просто отбросить это клеймо с ярла политика и посмотреть на наши законные возможности. Если вы посмотрите в законах, у нас есть все возможности сопротивляться производству. Не обязательно сразу идти со взяткой. Закон позволяет нам сопротивляться давлению государственной власти. Государство — это всего лишь аппарат на службе общества. Это наш аппарат, это наш слуга. А люди смотрят на это как на хозяина. Понимаете, вот у кыргызов не было такого отношения к власти как к хозяину, не было пиетета, да, но вот в последнее время она появилась, потому что люди стали говорить, это и время в Советском Союзе, конечно, там, где была мощная вертикаль и приоритет государства перед интересами личности, она уже сформировала это мышление такое, страх перед государственной властью. А на самом деле они наши слуги, да, и мы должны к ним относиться как к слугам. А как мы относимся, допустим, к нашему наемному работнику, да? Мы же хамить не надо. Мы же своим сотрудникам, вот ваши сотрудники там получают у вас зарплату, но это не значит, что вы им хамите, да? Вы говорите с ними с уважением, но требовательно. Потому что если вы не будете требовать со своих сотрудников, они сядут вам на шею.
И наше государство ведь получает тоже большие гранты, да? Кыргызстан. Ну, если на туберкулез оно получает, если это вот кто занимается этим вопросом, врачи говорят, что теперь будет с туберкулезом, да, значит, государство, это же государственная задача. Значит, государство присосалось к этим грантам. А эти гранты дают, тут же еще и речь о кредитах, то есть о быстрых, да. И поэтому здесь и грантам присосалось, и кредитам присосалось, и китайские кредиты как бы, да, дешевые и быстрые, да, казалось бы, надо уже отказываться от этого, работать с серьезными там и инвесторами. Нет, все равно вот продолжаем получать. То есть это наша общая проблема, что государственного сектора, что частного сектора. Конечно, мы отражение. Поэтому вот эти все НПОшники для меня, они как чиновники государственные, потому что тоже у них своя иерархия, своя вот эта, да, логистика, финансовые обороты, то есть система. То есть они в этой системе как функционеры. Понимаешь, вот есть грант, есть проект, задачи, вот они делают это все. А когда возникает момент, когда надо всем мобилизоваться, выясняется, у меня отчет надо писать, мне там круглый стол надо проводить туда-сюда, как бы, и нету. Хотя вот сейчас, допустим, критические моменты, там, в 2011 году, когда состав Совета судей формировался, критический момент, когда надо было мобилизоваться, там, и, ну, к сожалению, тогда мы получили какой-то импульс, но не смогли его реализовать. Значит, надо меняться для того, чтобы более уверенно и более рационально, чтобы более качественно участвовать в политических вопросах, да? Потому что, когда мы говорим об НПО-секторе, то это маленькая часть нашего общества и не всегда поддерживается народом. Идея НПО-сектора, либо сам НПО-сектор, ну, к нему вообще, как вы сказали, ну, задней стороной относится, да? Значит, надо меняться, чтобы получать голоса, чтобы получать поддержку, да, у народа. Я поэтому, когда на в разных мероприятиях международных, я всегда говорил, озвучивал, слушайте, если вы как бы не требуете от государства, да, за вот это всю эту грантовую помощь, тогда не надо, не помогайте ни государству, ни нам. Откровенно говорю, вот 2006 года мне началось, я вот и с представителями Евросоюза встречался, у меня все зафиксировано письмами, да, все я отправлял, да, все в проектах, я всем говорю, слушайте, вот тогда прекратите давать, если вы не требуете. Поэтому как бы сейчас в такой ситуации, если иссякнет этот поток, да, я думаю, пусть он иссякнет, тогда мы как бы алячок найдем. Потому что сразу особняком станут вопросы, оно уже каждому горлу подойдет. Когда вот каждому горлу подойдет, то он почувствует, тогда все задвигается. Какие планы у вас на будущее, как у политика? Соответствовать ситуации. Сейчас у меня такой план, да, то есть попытаться сохранять спокойствие, потому что я как бы иногда, если ухожу вправо, я прям ухожу далеко вправо, влево далеко ухожу вправо, такая широкая амплитуда, которая тоже наносит определенный вред, скажем так, да, всем этим процессам. И поэтому для меня главное это сейчас спокойствие, сохранение центра, чтобы не уходить ни влево, ни вправо, да. И, то есть у меня такой принцип, да, это и в политике, это и в жизни, да. Мне чужого не надо, своего тоже не отдам. Понимаете, если этого принципа придерживаться, да, тогда, можно быть, политика — это все, неважно. Поэтому я говорю, вот, политика — это не значит, что обязательно идти там претендовать на какие-то должности. Просто ты идешь на выборы, потому что ты знаешь, что твой голос имеет значение. Ты чувствуешь его, значение этого голоса, да. Ты несешь за него ответственность. Ты его не продаешь. Если ты там где-то столкнулся с случаями, когда с тебя вымогают, да, тебе проще отдать. Но ты не отдай, просто стой. Делай маленькие вещи. Это
не так уж сложно на самом деле, если хорошенько разобраться в законе. И если ты просто покажешь чиновнику, да, что ты разбираешься в законе, уже не будет такого нажима, да. Тем более там у них там идут еще процессы разоблачения, то есть взаиморазоблачения коррупционеров, да. Едешь ли на такси, разговариваешь ли там с человеком. То есть во всем. Политика во всем. Веди себя достойно, иметь в виду, чужого не надо, своего не отдам. И живи своей жизнью. Вот как ты делал, если вы снимаете подкасты, да, делайте хорошие, качественные подкасты. Кто-то и водитель автобуса. То же самое. Каждый, если будет заниматься своим нормальным делом, честно, да, он честно делать свое дело, ты рано или поздно столкнешься с сопротивлением системы. Понимаешь? Потому что там вот это коррупционера, о котором вы говорите, да, но если вы покажете им, да, что вы не собираетесь там идти на поводу их, да, тогда там тоже политики поменяются. А сейчас, наверное, они знают, да, что весь народ коррумпирован, да. Блиц-вопросы можно ответить коротко, либо попытаться, ну, как бы полностью можно будет донести свою мысль. Самый коррумпированный госорган в Кыргызстане какой? Ну, это, понимаете, тут у нас нету некоррумпированных органов. Если дают, если через этот орган решает какие-то вопросы финансовых потоков, да, то он по-любому коррумпирован. Поэтому как бы коррупция же именно в самой системе, имеется в виду в самом общественном сознании, и она проник везде. Ну, если говорить по оборотам, ну вот, пожалуйста, если говорить по оборотам, из тех цифр, которые мне знакомы, да, что сейчас у нас более 12 миллиардов долларов за 9 месяцев 2024 года. 12 миллиардов долларов разница между китайской статистикой импорта и нашей статистикой, значит, экспорта из Китая. То есть на 12, то есть получается где-то за год, получается, ну, не меньше 13 миллиардов долларов. Это значит, недовыплачено, ну, знаете, я не экономист, да, но как минимум, самый минимум, миллиард долларов за год, понимаете? Да. И тогда, я думаю, самые коррумпированные таможня, но таможня же тоже, она не себе пока, не только себе по карманам рассовывает, потому что мы же потоки со времен Накроимова еще налажены, и как бы это коррупция, по сути, всего народа, потому что это же выгодно, как бы и предпринимателям какие-то простые способы решения вопросов, понимаете? И это предпринимателям выгодно взять из Китая там тысячи каких-то единиц чего-то, да, задекларировать 100, да, а остальное и как бы правоохранительные органы, вот эта система, связка суды, прокуратура, правоохранительный орган — это такая, на самом деле, коммерческая корпорация. Почему это бесполезны все эти процессы? Потому что вот эти денежный оборот в этой коммерческой корпорации, туда вовлечены и адвокаты, потому что они посредники. А финансовый оборот вокруг этой, внутри этой системы коммерческой корпорации, да, коррупционно-властной иерархии вот этой, да, она намного больше, чем официальный бюджет государства. То есть официальный бюджет судебной, прокурорской, правоохранительной системы. Если мы посчитаем эти деньги, да, и то, что посчитаем, то, что реально через карманы идет, да, ежедневно, когда человека сажают, берут под стражу, решается вопрос, да, решается вопрос судьбы дела, да, там огромные потоки вот так идут, они в сотни раз превышают официальный бюджет. Если это теневые финансовые потоки значительно превосходят официальные финансовые потоки, то, естественно, и законы коррупционно-властной иерархии намного сильнее вот этих официальных законов. Поэтому как бы суть, поэтому как скажешь, кто из них более коррумпирован, понимаете, у нас, я считаю, о процентах же говорили, это Ташиев же сказал, как бы, да, искоренить. Я говорю, искоренить невозможно, вот до 10% где-то можно снизить. А что такое 10%? Когда из 10 чиновников берет только один. Понимаете, где-то он в верхних институтах, да, 10 чиновников, 9 не берут. Это уже Это 10%, это замечательно. Меньше это не будет. Здесь оно выполняет функцию компрессии. А у нас коррупция 90%. То есть
из 10 один не берет. Почему он не берет? Потому что ему не дают. Понимаешь, есть такие должности, на которых ничего не дают, поэтому он ничего и не берет. А так все, потому что все думают, у меня там дешевый турбуз, да, вот это колхоз. Это мышление колхоза, потому что тырить колхозное, да, мы же видели там, это было как бы не западло, это было как бы всем тым, вот, такое было отношение, положительное, да, вот, стырить колхоз. И вот это все колхозное мышление осталось, потому что государственный бюджет — это как колхоз. Понимаете, стырить — это значит, ты заботишься, значит, ты в авторитете, все тебя уважают на самом деле. Интересная мысль. Да. Ташиев или Джапаров? Что? Так, Ну, просто Ташиев или Джапаров относительно вашего отношения к их политике, к ним как к человеку, просто так вот в их связке, в их вообще, почему они еще держатся, да, потому что они вдвоем пока действуют едино, как они договорились, так и идут. Если бы они как бы, ну, многие пытались как бы, да, вбивать. И здесь, я думаю, как бы у нас на некоторое время возник момент такого двоевластия. Ну, по сути, сейчас двоеханство, да, по сути, потому что мы видим, да, что если раньше председатель ГКНБ это всегда был как бы исполнитель воли президента, по сути, а сейчас как бы это две равнозначные фигуры. И говорят за Кыргыздар, экипаж бир казанда кайнабайт. Ну, это смотря как. Чоң казанда кайнайт деп баштары кичинекей болсо кайнайт. В истории, в Спарте были периоды двоецарствия, да. То есть они там несколько столетий, то есть жили вот при такой системе, да, то есть двоецарствие там как бы гарантировало стабильность политическую. И сейчас как бы вот это какая-то стабильность политическая обеспечивается этим двоеханством, но здесь надо иметь в виду, что президент Джапаров может своим указом взять и уволить Ташиева. Институционально он просто друг президента. Сейчас он держится на статусе друга, потому что друг президента — это политическая фигура. Сын президента, жена — это по-любому политические фигуры. Я друг президента — это как политическая фигура, соответственно, его как бы электоральная поддержка. Но институционально он может его уволить. да, и поэтому я уже как бы просто размышляя дальше, да, я считаю, чтобы уже закрепить свой статус второго хана, ему надо идти в парламент со своей электоральной поддержкой, становиться спикером. Тогда будет опять система, да, стабильная. И тогда, рано или поздно, по законам жанра, между двумя головами в Казани всегда возникают конфликты. Если они исполняют свои договоренности, конфликты могут начаться на уровне их окружения, там, родни. Тут как бы это жизнь, законы жанра, да? Но если даже эти конфликты возникнут, да, если Ташиев будет сейчас спикером парламента, да, то он не сможет уже его просто уволить, да, и тогда вот, возможно, начнется та конкурентная среда, да, которая вот и станет, возможно, я позитивно предполагаю, да, источником вот этой системы сдержек и противовесов, если Ташиев будет оппозиционным лидером, спикером парламента. И у меня такой вопрос заключительный. Представим, что у вас есть на руках абсолютная власть. С какого решения вы бы начали реализовывать свою политику? Вы знаете, вот когда я выстраивал свою систему, да, свою организацию, создавал свою команду, собирал, я в первую очередь вначале озаботился именно вопросами демократических процедур, потому что сам я где-то чувствую в себе импульсы такие диктаторские, да, вот просто психологические. Я как бы работаю, ну, я философствую, я просто чувствую, да, и для того, чтобы вот ограничивать вот эти импульсы, да, которые импульсы иногда меня заводят там в какие-то приключения, да, ну, всякое бывало. Поэтому я заранее озаботился вот этими демократическими процедурами. То есть всегда стимулировал, да, выходить с инициативы, обсуждать, говорить, критиковать, да. И поэтому
я озабочен демократическими процедурами в Кыргызстане, потому что даже самый ярый правозащитник, самый там благородный человек, когда приходит во власть это, как сказать, как такая среда, в которой человек, естественно, развращается. Понимаете, это нужно для защиты. Вот железо попадает в воду, в влажную среду, она ржавеет же по-любому. И если есть сталь, такой другой состав, который сопротивляется ржавчине, то есть вот это вырабатывать себе эту сталь, которая не способна, это дофига делов. Поэтому я сейчас не буду врать и говорить, вот, понимаете, но я работаю над этим, вырабатываю в себе такую сталь, которая не будет поддаваться ржавчине. Но в то же время я знаю, потому что я знаю историю, я вижу, из чего она состоит. И, ну, это жизнь, что поделаешь. Я вот воспринимаю так, это как вызов, как жизненный вызов себе. И если ну, если по чесноку вопрос у вас же прозвучал, что если станете, да? Да, если вот, ну, С чего вы начнете, с да? чего вы начнете? Ваше первое решение какое? Мое первое решение, я бы начал судебную реформу. Ну, почему говорю? Потому что я четко знаю, как ее сделать. Понимаете? Потому что я знаю, что судебная реформа правосудия сейчас в основе всей конструкции. Потому что система правосудия — это система, которая помогает накапливать, то есть не накапливать в народе такие агрессивные побуждения, и в какой-то степени помогает вот возражаться на таким позитивным побуждениям. То есть это такая энергетическая, это надо понимать как архитектуру, понимаете? И в основе всего это именно лежит идея правосудия. Большое вам спасибо. Я думаю, мы плодотворно сегодня провели наш подкаст. Спасибо, что уделили время. Уверен, что полезно будет нашим зрителям сегодняшний наш подкаст. И, конечно, ждем вас еще раз у нас в студии. Тогда можно будет именно о судебной реформе, как ее надо реализовывать, что надо, можно будет поговорить. Большое вам спасибо. Спасибо.